Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях, которые произошли в республике к этому часу. В студии Вячеслав Музаев, и в начале выпуска коротко о главном. Новая форма классического произведения, поэма Костахи Тагурова «Фатима» теперь на сцене филиала Мариинского театра во Владикавказе. Предпремьерный показ собрал аншлаг. Этот конкурс мы, честно говоря, попали очень спонтанно. Коллектив детского инструментального ансамбля из Ордона стал лауреатом международного конкурса в Грозном. Ребята не оставили равнодушным зрителей и выиграли гран-при. У детей были каникулы, дети все равно приходили, занимались в спортзале. Стрельба из лука, метание камня, аланская сабля. Во Владикавказе провели республиканские соревнования по осетинским национальным играм «Нартика». За победу сражались больше 10 команд из разных районов. Кто выиграл, расскажем в выпуске. Автодром, колесо обозрения и фонтан со светомузыкой. Новый парк в Беслане должен стать точкой притяжения жителей и туристов. Комфортные зоны для детей и пожилых людей, шахматные столики, новые скамейки. Там будет комфортно всем, обещают строители. Сейчас все готово на 90%, а полностью завершить планируют к концу года. Работают по программе «Малые города. Исторические поселения». Работы по укладке тротуарной плитки завершились на 95%. Работы по озеленению завершились также на 95%. Все лавочки, урны, опоры фонарей установлены. В скором времени приступаем к укладке асфальта. Здесь у нас идет федеральная программа. С помощью, правительства мы вышли на конкурс. Вы получили возможность поучаствовать и выиграть в этом конкурсе, где уже в этом году люди смогут приходить с детьми, проводить свой досуг. Александр Галаув, Валентина Гатикоева, Аслан Дауров, Мурат Джахаев и Александр Дубаев из Северной и Южной Осетии участвуют в окружном финале конкурса «Лидеры России». Испытания стартовали сегодня в Пятигорске. За победу борются 88 человек из 7 регионов. Оценочные мероприятия пройдут 11 и 12 ноября, а победители объявят уже в воскресенье. Лучшие управленцы СКФО получат право представить свои регионы в суперфинале через год. Мне показался интересным региональный этап. Это связано с тем, что вы помогаете познакомиться участникам из нашего региона заранее. Я думаю, это большой плюс, потому что все как-то напряженно в прошлый раз держались друг с другом, пока не нашлось несколько общих знакомых. Но сейчас все люди из одного региона более-менее приезжают уже знакомые друг с другом, примерно знают, кто чем занимается. Я думаю, это какой-то элемент напряжения в самом начале позволяет снять. Региональный этап позволил нам наладить взаимодействие именно с нашим органом исполнительной власти, потому что нам поступило задание, которое было актуально для нашего региона. Поступило задание, связанное с тем, что у нас не хватает людей рабочих специальностей, в которых есть потребность со стороны бизнеса. И мы нашей командой работали над этим кейсом, представили свои предложения, были приглашены к главе республики. Состоялся предпремьерный показ национального балета «Фатима». Впервые на сцене театра оперы и балета филиала Маринки спектакль по мотивам осетинского произведения одноименной поэмы Костахи Тагурова. Любимые герои предстали перед зрителем в другом амплуа. Языком танца показали всю палитру эмоций. Любовь Дзамбулата и Фатимы, терзание Ибрагима, а также противостояние злому року, который художественно отобразил режиссер, заслуженный деятель искусств Северной и Южной
Осетии Тамерлан Зуцев. Главные роли исполнили Виолетта Магомедханова, Азамат Малиев и Осман Рустамов. Музыку написала композитор Жанна Плиева. Хореограф, постановщик, главный балетмейстер филиала Маринки Валерий Суанов, художник по костюмам Давид Найфонов. Автор идеи – народный артист России Валерий Гергиев. В эти минуты идет официальная премьера балета «Фатима». Этот проект, то есть этот спектакль, должен увидеть вся Россия. И он сказал также, что мы должны вывести его в Москву, мы должны вывести в Санкт-Петербург. И на самом деле, первый, который выезд в балета будет, планируем, конечно, на родину Жанны Плиевой, город Цхинвал, Южную Осетию. В центре Владикавказа на проспекте Мира открыли выставку, посвященную труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» при поддержке Фонда президентских грантов представили 77 портретов людей, которые работали в нашей республике. Они совершали свой подвиг на заводах и в полях, говорит председатель регионального отделения трудовой доблести России Луиза Каргинова. Экспозицию приурочили к битве под Владикавказом. Именно в начале ноября советские солдаты защищали границы города. Среди посетителей есть и родственники героев. Они пришли почтить память родителей, бабушек и дедушек. Благодарственное письмо за помощь в организации фотовыставки передали руководителю телекомпании сети «Ирыштон» Ирине Каргиновой. Мама была портниха, и дедушка был портной. И мама работала, они вначале вместе с дедушкой работали, вот на Коцоева, как бы туда перейдешь, уже трамвайную линию, там была швейная мастерская. Там баня раньше была, швейная мастерская была. И мама там работала все время, сколько я мою маму и моего дедушку, сколько я знаю, они там работали. И они шили военную форму. Как говорила один наш эксперт, я работаю, плачу, так и мы, потому что настолько там бывали трогательные истории, что это просто, трогало нас до глубины души. Конечно, все, что мы хотели показать, у нас не вместилось в эту фотовыставку. Но это первая экспозиция, вторая у нас будет в лагере, это в декабре. Тоже будет приурочена к освобождению лагеря уже от фашистских оккупантов. И поэтому работа еще предстоит. Быть уверенным, красиво и убедительно говорить. Всему этому научат в школе дипломатов. Кружок только недавно начал работать, а ребята уже активно проявляют себя. Одни из лучших успели поучаствовать в различных форумах. Одним из них стал Артек. Там они узнали много нового и даже нашли единомышленников. Со школой из Москвы до сих пор поддерживают связь. В ближайшее время учеников ждет много полезных мастер-классов, семинаров и лекций от настоящих профессионалов. Как только я узнал о том, что он у нас открылся, я сразу принял решение вступить в него, так как у клуба имеются огромные возможности при поступлении в МГУ и различные вузы Москвы. Я уверен, что я хочу дальше двигаться в этом направлении и готов двигаться за команду. Мы мечтаем о том, чтобы после открытия клуба в 8-й школе мы планируем открывать клубы в других школах правобережья. И, конечно же, как я говорила, обязательно попытаться открыть дипломатические классы, которые будут готовить детей именно вот к такой работе в международных масштабах. Ребята из детского инструментального ансамбля «Арвайден» играют вместе всего несколько месяцев, но талант и упорный труд уже дали свои плоды. Недавно юные музыканты участвовали в международном конкурсе и сразу же завоевали гран-при. Все подробности в материале Тамилы Кцоевой. Звучать как единое целое сложно. Все в коллективе должны точно знать свою задачу, понимать друг друга с полувзгляда, чувствовать каждый инструмент. Маленькие и талантливые музыканты в будущем сделают любимое дело профессией, а пока усердно трудятся над ритмом и техникой. Стоп, то же самое.
Юная Камила Джигаева занимается на дало-фандыре. Говорит, влюбилась в звучание и теперь не представляет дня без национальной музыки. В детской школе искусств Ардона для развития талантливых детей есть все необходимое. Я играю на этом инструменте около 5 лет. Изначально мой основной инструмент – это национальная гармония. Но потом мне понравился этот инструмент, я начала на нем играть и сижу в ансамбле. Ансамблю «Арвайден» чуть больше года, а за короткое время ребята смогли заявить о себе и стали узнаваемы. Совсем недавно участвовали в международном конкурсе вдохновения в Грозном. Готовились старательно, тем более времени было мало. Занятия каждый день по 2 часа и в итоге заслуженная награда – гран-при. Этот конкурс мы, честно говоря, попали очень спонтанно, то есть на подготовку у нас было мало времени, но за счет того, что мы с начала учебного года у нас уже намечались выступления, конкурсы тоже, то есть до этого еще тоже конкурс был. У нас как бы все было в руках, в пальцах, и особо долго нам не надо было готовиться. В школе несколько отделений и 2 программы обучения. Общеразвивающая на 5 лет и предпрофессиональная на 8. Все участники ансамбля учатся по последней. Сейчас коллектив готовится к новому испытанию. В следующем году в Москве пройдет суперфинал конкурса «Душа баяна». На региональном этапе музыканты заняли 1-е место. Стараемся участвовать во многих конкурсах и всевозможных конкурсах, потому что для нас важно, чтобы наши дети видели новое и себя показывали. Конкурс всегда это подстегивает их. Они готовятся более тщательно, более скрупулезно, поэтому на конкурсе всегда бывает программа намного сложнее, и поэтому они достигают больших высот. Идея создать ансамбль национальных инструментов пришла директору школы Тугану Дулаеву. Он нашел спонсоров и с помощью педагогов собрал талантливых ребят. Теперь они прославляют нашу республику, осетинские инструменты обретают заслуженную популярность. Тамила Кцоева, Артур Гаглоев. Новости Осетии. Наши ребята не только талантливые музыканты. Накануне школьники со всей Северной Осетии показали свои умения в традиционных нартских забавах. Во Владикавказе провели соревнования по осетинским национальным играм «Нартика». Больше 10 команд состязались в нескольких дисциплинах. Моя коллега Алена Агаева наблюдала за зрелищными сражениями. Я объявляю республиканские соревнования по национальным осетинским играм «Нартика» 2023 года открытыми. Стрельба из лука, борьба, умение управлять клинками, метание камня и все в духе нартского эпоса. Испытаний действительно много. Каждая команда усердно готовилась к соревнованиям. Кто кажется сильнее, быстрее и выносливее, игры обещают быть зрелищными и напряженными. Один из самых интересных этапов – аланская сабля. Задача участников – нанести удары в открытые части тела, обходя щит и шлем. Попадание в голову даст игрокам целых 2 балла. Победу в этапе аланская сабля одержала Цамаз Хозиев. Парень из Ардона не первый раз участвует в конкурсе. Даже разработал собственную стратегию. Всегда старается быть на шаг впереди соперника. Изучил тактику боя, все фишки, долго тренировался. И вот результат. Главное не нервничать, держать защиту и бить первым, рассказала Цамаз. В голову, конечно, не собирался бить, а обманывал. Больше бил по ногам. Быстрый и неувидимый удар. Вроде получилось. На каждом этапе был свой победитель. Залог успеха не только в упорстве и физических данных ребят. Важную роль играет тренерская работа. С командами долго занимались, учитывая особенности парней. Мы каждый день, можно сказать, даже на каникулах, у детей были каникулы, дети все равно приходили, занимались в спортзале. Некоторые даже выходили в поле стреляли из лука. Ну, аланскую саблю проводили в спортзале. Метание камня, вот как там... тоже тренировали на площадке школы. Ну и другие виды тоже, вот перетягивание веревкой, перетягивание каната, это тоже мы тренировались. Посмотрим, как тренировались, такие результаты у нас и будут. Десятки школьников с азартом проходят этапы. Такой формат для них в новинку. Это настоящая нартская битва. В республиканских соревнованиях «Нартика» участвуют больше 10 команд из всех районов республики. Национальные виды спорта – это всегда интересно, поэтому на мероприятии много гостей. В рамках реализации государственной программы «Регион для молодых», а также в соответствии с утвержденным планом Комитетом по делам молодежи Республики Северная Осетия Алания, а также Центром военно-патриотического воспитания молодежи
нашей республики при содействии автономной некоммерческой организации по развитию комфортной среды для молодежи «Мы» проводятся республиканские соревнования по Остинским национальным играм «Нартика». Сегодня Нартика связала поколения многих веков одной незримой, но очень крепкой нитью. Дети, проходя этапы, погрузились совсем в другой мир, почувствовали себя отважным Батразом и смелым Сусланом. Такие мероприятия в республике проводят регулярно. Цель – физическое и духовное воспитание подрастающего поколения. Алена Агаева, Артур Дудаев. Новости Осетии. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.